Прячьтесь, все мужчины, за вами идут. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане начинается сезон недовольств и пропажи людей. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Таджикистана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы, и очередном призыве граждан республики 1995-2004 годов рождения на военную службу. В соответствии с указом осенний призыв в армию начнется 1 октября. В ряды вооруженных сил Республики Таджикистан будут призваны граждане мужского пола, достигшие ко дню призыва 18-летнего возраста, а также старших призывных возрастов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Таджикистана предложило ввести наказание за публикацию якобы недостоверных и безосновательных сведений об армии и процессе призыва, в том числе за видеозапись моментов так называемой облавы на призывников. В Минобороны эту информацию подтвердили и сообщили, что проект этой поправки в закон представлен на рассмотрение. Его цель – не допустить дискредитацию службы в таджикской армии. По сообщению источника, распространение любой ложной информации, ложной по мнению правительства, среди населения ослабляет доверие народа к армии, негативно сказывается на престиже и обороноспособности страны. Проект разработан и представлен на рассмотрение в целях предотвращения распространения через средства массовой информации, интернет или иные сети электронной связи любых ложных и недостоверных сведений об условиях службы в вооруженных силах Республики Таджикистан или о ходе проведения кампаний по призыву граждан к прохождению военной службы, а также других сведений, которые могут якобы нанести ущерб престижу национальной армии и ее военнослужащих, сказали в министерстве. А почему они не сказали, что это они убили престиж нашей армии? А как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Минобороны говорят, что проект разработан в результате изучения опыта других стран, а за публикацию и распространение недостоверной информации на первом этапе предусмотрен только штраф или административный арест. Увеличение количества ложных сведений, распространяемых о вооруженных силах Республики Таджикистан некоторыми СМИ и иными лицами с предвзятыми целями и планами, требует поиска новых способов борьбы с такими ложными сведениями, в том числе внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан, сказали в ведомстве. С началом каждой призывной кампании в СМИ и социальных сетях Таджикистана публикуются видео насильственного задержания молодых людей неизвестными лицами, которые пользователи называют принудительным привлечением молодых людей на военную службу или облавой. Власти отрицают случаи облавы и заявляют, что если молодые люди после получения повестки не являются в военкомат, то милиция имеет право принудительно привести их. Напомним, что в Таджикистане в 2020 году были внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, согласно которым помимо студентов бакалавриата в армию призываются и студенты магистратуры. До сих пор эта категория студентов была освобождена от службы. Введение альтернативной службы рассматривается некоторыми как законный отказ от службы. В данное время в Таджикистане 450 человек, заплатив соответствующую сумму, прошли альтернативную службу. В Таджикистане 2 раза в весенний и осенний период граждане мужского пола от 18 до 27 лет призываются на военную службу. Весенний призыв начинается с 1 апреля и продолжается до конца мая, а в начале октября начинается осенний призыв, который заканчивается в конце ноября. Как вы относитесь к военной службе у нас в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.